Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, һаумыгыз башкорттар. Здравствуйте, уважаемые жители Республики Башкортостан и не только Республики Башкортостан, но также все, кто меня смотрит. Надеюсь, что меня все слышно, все нормально с аппаратурой. Если все хорошо, напишите, и мы начнем. Так, как меня слышно? Так, пока ждем ответа. Я тут допиваю кофе свое. Так, отлично, все написано. Хорошо, тогда начинаем наш очередной стрим. Он называется «Борьба за Ирандык». Но поговорим не только о том, что происходит сегодня в Заурале, вообще сейчас в это время, а также поговорим об аресте Рамили Саитовой, известной башкирской национальной общественной деятельницы, а также поговорим о такой большой, тяжелой теме, как будущее, вообще границы Республики Башкортостан и будущее территориальное устройство и так далее. Так вот, начнем мы с Рамили Саитовой. Изначально, перед тем, как начать, я хочу сказать, что все, кто меня смотрит, те, кто разделяет наши взгляды, пожалуйста, рекомендуйте этот YouTube-канал, рассылайте ссылки на те видео, которые есть на этом канале. Пусть подписываются, пишите комментарии. Там также указаны реквизиты, как вы можете помочь мне и нашему каналу, вообще Башкирскому национальному политическому центру, а также всему комитету Башкирского национального движения за рубежом. Так, говорят, что звук не очень хорошо слышно. Другие пишут, что хорошо слышно. Но надеюсь, что... Так, поближе представлю. Так вот. Надеюсь, что сейчас будет хорошо слышно. Итак, по поводу Рамили Саитовой. Буквально недавно, несколько дней назад, в очередной раз арестовали и уже закрыли на 2 месяца известную национального общественного деятеля, скажем, активиста Башкирского национального движения Рамилю Саитову. В прошлом она была известна то, что очень тесно взаимодействовала с Кукбуре, когда я там был. Она также была секретарем Совета Аксакалов, который был при Кукбуре, такой был орган. Возглавлял его известный такой Аксакал. Сейчас помню, он уже умер, к сожалению. Ладно, вспомню, скажу. В памяти вылетело. Так вот, Рамиля Саитова, я ее знаю давно, больше 10 лет. Это очень активная женщина, национальная такая активистка, патриотка, националистка, конечно же, в хорошем этом смысле этого слова. Она защищала Карнашпан, она защищала честь Ахмедзаки Валиди, она защищала Куштау. Ну а потом, то есть она там несколько раз пыталась выдвигаться на различные посты, она пыталась выдвигаться и в мэрию, и пыталась выдвигаться в главы Республики Башкортостан. Но, как вы знаете, в нашей республике, вообще в этой стране, независимому кандидату практически невозможно пробиться на какие-либо должности и посты. Так вот, потом в последние годы Рамиля Саитова начала себя вести очень, я бы так сказал, как правильно выразиться, да, то есть чтобы не обидеть ее
сторонников экстравагантно, скажем, да, так, очень экстравагантно начала поднимать такие темы, которые... Она, в принципе, поднимала многих темы, которые действительно надо было поднимать, да. Допустим, по поводу армян. Когда она подняла тему по поводу армян, и все начали возмущаться там, да. Я напомню, никто не знает, началось все с того, что она, Рамиля Саитова, встретила на набережной армянок, девушек-армянок, которым задавал вопрос, откуда у вас столько много здесь, в Республике Башкортостан. То есть, с одной стороны, кому-то кажется, что это провокационный вопрос, а с другой стороны, я, конечно, в этом провокационного ничего не вижу. Любой человек может подойти и спросить у любого человека, откуда у вас, когда вы приехали в Республику Башкортостан, сколько у вас здесь человек, да, смотря, конечно, в каком тоне это сказано и с каким контекстом. Но всем также известно, что на сегодняшний день, после того, как приехал Ради Хабиров в Республику Башкортостан главой, когда его поставили главой, он приехал, конечно, со своей женой, которая по национальности армянка, девичья фамилия Аветисян. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что никто, наверное, не будет сомневаться в том, что заинтересованные армянские бизнес-элиты, а также криминальные элиты, криминальные авторитеты. А кто не знает, у Карине Хабировой, Карине Аветисян, двоюродный брат, является положенцем в одном из городов Краснодарского края. То есть, он занимает определенную большую иерархическую должность в криминальном мире. Так вот, никто, наверное, не будет сомневаться, что вот эта армянская бизнес-элита и криминальная элита попыталась, конечно, сюда залезть в Республику Башкортостан через связи жены Хабирова. И когда Рамиля Саитова задала такой вопрос, я в этом, конечно, ничего не видел такого страшного. Но за это ей дали 10 суток. 10 суток за то, что она задала, почему у вас так много армянским девушкам, почему у вас так много в Республике Башкортостан. Все тогда возмутились. Однако, когда буквально недавно в центре города молодчики ходили и кричали «Россия для русских», вскидывали руки в нацистском приветствии, почему-то это никого из общественности не возмутило, никого из чиновников не возмутило, и ничего им не было за это, да, там, как говорится, писали в СМИ, их там вызвали, мягко пожурили их, и все на этом. Но явно вопрос по поводу армянок, за которые дали 10 суток, и люди, ходящие, вскидывающие, да, зиги, нацистские приветствия, две несопоставимые, да, друг с другом вещи. Так вот, после этого, я так понимаю, я, конечно, с Рамилей Саитовой об этом не разговаривал, но мое видение такое, что она, когда поняла, что над ней сгущаются тучи, и дело ближется к тому, что, возможно, на нее заведут уголовное дело, она пошла, скажем так, ва-банк, она уже начала выпускать видео про кресты, хотя тоже я не вижу в этом ничего плохого, она вполне нормально задала вопрос, почему по поводу крестов, установленных незаконно. Кто не знает, у нас в Республике Башкортостан огромное количество крестов незаконно установлено в различных местах, как возле различных школ есть, да, вот кто не помнит, несколько лет назад, по-моему, в 2014, то ли 2015 году был конфликт в Кумертау, когда снесли крест наши мусульмане, их за это избили, потом к ним пришли домой, еще их там избили, и туда приехала там огромная вереница машин мусульман, был большой скандал. Вот. Все это вопрос возник по поводу незаконно установленного креста возле школы. Так вот, таких крестов очень много по Республике Башкортостан, установлены везде, везде, везде. Ими я лично считаю, да, это мое мнение, что таким образом православные метят свои территории, как якобы ставшие их неожиданно стали территориями, да?
И вот эти, устанавливают эти кресты, они тем самым показывают, что это якобы их территория стала. Они открыто показывают, что это теперь это их земля. Они переименовывают названия, дают свои названия нашим населенным пунктам. Допустим, ну вот яркий пример, да, Зианчуринский район, да, Зианчура по-русски, Еян-Сура, да, по-башкирски. Кто может понять, что Еян-Сура и Зианчура, да, это как бы, ну, очень похоже, да, что это одно и то же. Или, допустим, есть такая деревня в Ишимбайском районе, где стоит очень красивая мечеть. По-русски она называется, и видя на картах, она называется Кантюковка. Но на самом деле настоящее название ее Кантюкен, да, аула. То есть это место, где башкиры пролили свою кровь в борьбе с царскими войсками. То есть где слово Кантюкен, да, что в переводе означает пролившаяся кровь, и где Кантюковка, да, то есть, да, ну, абсолютно разные вещи. Так вот, Рамиля Саитова, когда задала такие вопросы, она, я считаю, что сделала правильно. Правда, потом уже, когда вот ее там понесло, она там начала говорить о том, что если там не снесут, мы сами все снесем. Начала ЕИН собирать на ЕИН, чтобы для того, чтобы там в Белорецке, по-моему, да, или в Белорецком районе, Авзян, по-моему, да, там, чтобы снести крест какой-то. Но после этого ее закрыли. Она когда вышла, как раз началась война в Украине. Она сидела в поселке, да, колонии поселения. Я с ней связь не поддерживал, но я следил за ней, за ее деятельностью. Она очень активно включилась в борьбу против войны, за то, чтобы башкиры не ехали воевать. И за это я ее очень уважаю, благодарен ей за то, что она так сделала. Но она, конечно же, понимала, осознавала все свои риски. Ей было запрещено по решению суда заниматься вообще каким-либо, ну и давать интервью, участвовать вообще вот в видеоблогах, вести видеоблоги и так далее. То есть она вообще не должна была никак это делать по решению суда. Она решила обойти вот этот запрет суда, сменив фамилию. Она сменила фамилию, вот, и думала, что как бы так она сможет обойти запрет решения суда и вести блоги, писать в интернете и так далее. Но очень глупо было надеяться на то, что власти ничего не смогут с этим сделать. Им вообще плевать на свои же законы. Они арестуют и посадят кого угодно и за что угодно. Могут вообще ни за что посадить. Вот Рамилю Саитову, в принципе, посадили и ни за что. Ей вменили то, что она, ну, ее знаменитое видео в Ютубе, где она призывала башкир не ехать на войну. То есть ей вменили как дискредитацию армии, там, плюс еще другие статьи там понавешали. И сейчас закрыли на 2 месяца. Это, конечно же, возмутительно. Она в последнее время понимала, что ее, скорее всего, закроют. Я ей лично, ну, наши люди, скажем, да, в силовых структурах Республики Башкортостан, мне несколько раз говорили о том, что Рамилю Саитову скоро посадят. На нее собираются завести уголовное дело. Передайте ей, чтобы она уезжала из России. Ну или как-то там сбавила обороты, да, в своей деятельности. Я ей об этом говорил 2 раза об этом. Я ей писал, она мне отвечала, конечно же, у нас там общались мы. Я ей сказал о том, что Рамиля апай, берегите себя, вас собираются посадить. Наверное, вам было бы лучше, если бы вы уехали бы. На что она ответила, что спасибо за предупреждение, буду иметь в виду, как бы вот так. Но в итоге она никуда не уехала, она продолжила свою деятельность. Она вот, кстати, последние ее такие громкие видео были по поводу строительства храма, да, который на месте города Башкорт. Она все это, конечно, перемешивала различными видео, к которым я отношусь, ну и многие относятся неоднозначно по поводу там башкир, что они перворожденные, что они там из Шумер чуть ли там, да, они идут со времен там Египет. Там вообще, короче, да, то есть
Зачем она, для чего это говорила и действительно ли она в это верит, я не знаю. Вполне возможно, кто-то говорит, да, что она так, скажем так, через слово доносила то, что она хотела донести. Вот. Ну, как было, так было. И в итоге ее, как я сказал, посадили. Она никуда не уехала, что очень печально. Сейчас она признала свою вину полностью, но ей в любом случае, скорее всего, дадут срок. Будем следить за развитием событий. Но в любом случае, Рамиля Саитова это, конечно же, твердая, сильная женщина. Она всегда говорила прямо в лицо многим людям. У нас с ней, кстати, были не очень такие, действительно хорошие отношения, вот сколько помню, да, то есть и в Кукбуре, и в Башкорт, когда были. Вот. И несколько раз она мне там открыто говорила, что якобы я работаю там на структуры какие-то силовые, там на ФСБ и так далее. Она и Айрата Дильмухаметова так говорила. Она вообще считала, что Айрат считает до сих пор, да, кстати, недавно написала об этом, что якобы Айрат Дильмухаметов, он на самом деле не сидит, а он где-то находится там в каком-то санатории, его якобы менты там спрятали. Ну, это ее личное мнение, да, то есть она имеет на это право. Вот, я никогда ее как бы, да, не в открытых источниках где-то там в интернете об этом ее с ней не воевал, не говорил ей ничего подобного, что она не права. Вот, хотя, конечно же, у нас лично у нас были споры, да, в организациях Кукбуры, как я говорю, и в Башкорте. Вот, но я ее уважаю ее за ее деятельность, за то, что она постоянно защищала интересы башкир. В любом случае, я уверен, что в будущем независимом Башкортостане у ней будет, если, иншаллах, с ней будет все в порядке, ее ждет большое будущее. Да? Если она, конечно, откажется от этих всех своих вот этих взглядов по поводу там, перворожденных, шумер, там, египтян и так далее, в общем, да. Вот. Как действительно правильно написали, что как только Башкортостан станет независимым, она, конечно же, сразу же освободится, как и Айрат Дильмухаметов. Вот. Так что следим за развитием событий, поддерживаем Рамилю Саитову. Я призываю всех, кто ее уважает, кому ее деятельность не безразлична, хотя бы делайте одиночные пикеты в ее защиту, приходите на суды, поддерживайте ее. Пишите в социальных сетях. Не надо, конечно, там делать что-то противозаконно, за которое вас могут, да, взять. Хотя у нас сейчас все может быть противозаконно. Даже одиночные пикеты, которые, по идее, даже не нужно согласования, сейчас могут признать там, да, преступными какими-то, оштрафовать и так далее. Но в любом случае ей поддержка нужна. Кто что может, сделайте в ее защиту, в ее поддержку. Переходим к следующей теме. Такая горячая тема на сегодняшний день. Это борьба за башкирские земли в Заурале. Борьба, а точнее сейчас развивается борьба за хребет Ирандык, который, скажем, в башкирском фольклоре, в башкирской мифологии везде отражен. О нем сложено много песен, легенд, сказок, эпосов. Он вообще в башкирском вот, фольклоре, он постоянно присутствует. Вот это хребет Ирандык, он, кто не знает, он там длиной 150 километров, проходит через несколько районов башкирских, там и Абзелиловский, и Баймакский, и Учелинский. В Учелинском районе он берет свое начало. Вот. Этот хребет Ирандык имеет очень много больших залежей природных ресурсов, золота, есть там и алмазы, гранит, мрамор, ну, очень богатый такой хребет различными полезными ископаемыми. Но для нас, для башкир, он является мы не рассматриваем его как источник там, да, каких-то полезных ископаемых. Нет, конечно. Это для нас чуть ли не святая, не священный вот этот хребет. Когда-то по нему проходила знаменитая дорога Кунгур-Буга, по которой передвигались, она шла по вершине вот этого Ирандыка,
по которой передвигались воины, башкирские воины, восставшие во время восстания, да, переходили от племен к племен, ездили гонцы по этой дороге, отправлялись с одного там племени до другого племени, от одного повстанческого отряда до другого повстанческого отряда какие-то там донесения, координировали свои усилия, передвигали свои силы вооруженные, чтобы выйти там, да, внезапно в тыл врага и так далее. В общем, хребет Ирандык — это очень важное, священное такое место для башкир. Историческое, конечно же, очень красивое. Там очень много каких-либо природных таких достопримечательностей расположено. Очень много там и исторических, археологические какие-то, да, есть места, которые еще следует рассмотреть, очень сильно раскопать. В общем, вот и давным-давно уже глаз положили на этот Ирандык различные олигархи, олигархические структуры, которые все пытаются его разработать, потому что там очень много золота. Многострадальный Учелинский район, первый, который попал под эту раздачу, там варварская добыча золота шла многие десятилетия. Землю там испохабили, изурочили. Знаменитая река Уй, которая там протекает, она сейчас превратилась в простую речушку. Когда-то была это такая большая сильная река, а превратилась она в речушку только потому, что с помощью вот этих драк, это такая машина, которая переворачивает землю, да, в поисках золота, они просто изменили русло, перекопали все там, река начала мелеть, сохнуть, и сейчас это, ну, очень маленькая речушка стала. То есть вот эти золотодобытчики, они наносят непоправимый ущерб природе Республики Башкортостан. Они никакой культивации не происходит. После себя они не оставляют природу в том состоянии, в каком она была до их прихода. Наоборот, вся земля изворочена, находится в страшном виде. При вот этот вот плодородный пласт, он весь изворочен, извернут. Вот. В общем, недавно у нас в Баймакском районе проходили несколько раз. В общем, вот эта вот тема об изъятии у башкир земель под различные добычи, геологоразведки и так далее, это настолько надоели нашим башкирам, что они начали открыто протестовать. То есть все мы помним выступление башкир за Кыркытау, да, сразу после Куштау практически, да, это было там, когда собралось там очень много, там около 5000 человек, тогда отступили вот эти вот олигархи, да, которые хотели разработать Кыркытау. Потом происходили периодически различные сходы там в Басаево, Кусеево. Недавно вот было Вышмурзино, там Бадранов пытался оседлать эту вот тему, Хабиров. Почему там был Бадранов и почему он пытался там, скажем так, разруливать эту ситуацию, якобы сейчас мы там разрулим, недобросовестных вот этих вот золотодобытчиков уберем. На самом деле они хотели убрать другие, те фирмы, которые были до прихода Хабирова, которые там занимались разработкой, и поставить своих. Там никакой заботы на самом деле о природе Башкортостана, о природе вот этих вот земель, о природе Ирандыка не идет абсолютно. Это люди, которые пришли туда просто поделить заново, да, то есть то, что они не имели, а тут они дорвались до власти, и они решили как бы, да, подмять это все просто под себя. Вот, предпоследний был Вышмурзино, и вот недавно, вчера, да, произошел большой ЕИН, по-русски сход в Тимясово, да, это первая столица Республики Башкортостан, Башкурдистан. Там прошел сход, собралось по моим данным, да, то есть, как я читал в интернете, от 5 до 7 тысяч. В принципе, я когда посмотрел на количество присутствующих, я так думаю, что да, примерно столько и было. Может быть, ну не 7 тысяч, но не менее 5 это точно. Это точно.
Вот. Конечно же, тут же провластные СМИ различные начали писать, что там практически народу вообще не собралось и так далее. Высадился туда большой десант от правительства. Непосредственно там был представитель департамента по недропользованию, такой Алексей Гритюк. Кто не знает, нашими природными ресурсами управляются из Нижнего Новгорода, да? Вот именно оттуда они по сегодняшним законам Российская Федерация, власть вот эта вот, она имеет право, не спрашивая ни у кого разрешения в Республике Башкортостан, любые залежи газа, нефти, золота, меди, урана и так далее, дать разрешение на разработку. Единственное, что их останавливает, то, что многие природные ресурсы находятся в землях сельхозназначения. Вот. А земли сельхозназначения просто так невозможно начать разрабатывать. Для этого нужно их перевести в промышленный, да, формат. Для того, чтобы привести в промышленный формат, должны пройти слушания. Слушания местного населения, сход должен пройти, где, скажем так, должны проголосовать за то, что местные жители согласны с тем, что перевести земли сельхозназначения в промышленные. Вот это вот правительство совместно с представителями вот этих компаний золотодобывающих, они должны убедить в этом население. Но наше население, наоборот, убедилось в том, что никакие обещания вот эти золотодобытчики, вот эти разрабатывающие компании не исполняют. От этого вот сколько лет добываются различные природные ресурсы у нас в Заурале, вообще в Республике Башкортостан, никакой пользы местное население от этого не испытало. Абсолютно. Вот, ну, взять Ишимбайский район, взять гора Шахтау, которая практически уже срыта. Вот, кто не был, приедьте, посмотрите на близлежащие деревни, которые там расположены. Это убитые поселки с убитыми дорогами, с разваливающимися школами, ну, может быть, отремонтированными какими-нибудь садиками. Но это не то, что жители ожидают от вот этих вот олигархов, которые владеют всеми вот этими компаниями, владеют всеми вот этими природными ресурсами. Конечно, нет. Посмотрите, ну просто наберите любая европейская школа там, да, и посмотрите, как она выглядит. Посмотрите, как выглядит любой европейский садик. Это абсолютно разные вещи. И сравните то, что в деревнях. То же самое и в Заурале. Разбитые дороги. До сих пор многие дороги не заасфальтированы. До сих пор во многих деревнях нет газификации. Нету работы. Если открывается какое-то там предприятие промышленное, которое там занимается переработкой или добычей, да, вот этих природных ресурсов, там практически не работают наши местные жители. Набирают непонятно откуда людей. И все, вот как недавно там цементный завод открыли в Абзелиловском районе. Обещали там, я знаю, что там даже один вначале он в Башкорт к нам ходил, да, один такой там персонаж. Так вот он потом резко переметнулся к власти, начал бегать подписи собирать за этот цементный завод. Он всем говорил, что там будут якобы работать местные жители. На самом деле сейчас там никто из местных жителей не работает. Абсолютно. Так что люди просто уже больше не верят. И вот тот вчерашний сход именно показал. Я посмотрел внимательно все двухчасовой сход, как он все проходил. Хотел бы выразить огромную благодарность башкирам, всем, кто там собрался. Спасибо вам. Зур рахмет хетге. Кумяк болдығы. Сильно вообще провели сход. Очень понравилось то, что председателем выбрали уважаемого мной Ильсура Ирназарова. Я его хорошо знаю, уважаю очень сильно. Это достойнейший человек. Я уверен, что в будущем в независимом Башкортостане это, ну, как минимум, глава района Баймакского. Вот. Если, конечно, вообще не достоин того, чтобы работать в правительстве Республики Башкортостан. Так вот, вот он был председателем этого ЕИНа. Понравилось мне, как он, скажем так,
главу Баймакского района Аминева вовремя пресек его махинацию, которую он хотел провернуть на этом сходе. Аминев, кстати, начал говорить, что здесь мы собрались, собрание проводим и так далее. Кто не знает, разница между собранием и сходом заключается в том, что у собрания очень мало полномочий. Решениями собраний не могут выноситься от мнения всего населения данного поселка. То есть собрание это, ну, собрались, поговорили, какие-либо решения, имеющие законную силу, собрание не несет. Сход, да, сход жителей и его решения, это действительно уже имеют определенную законную силу. Так вот, Аминев пытался назвать все это собранием, Ильсур Агай Ирназаров его перебил, забрал у него микрофон, даже находясь в инвалидной коляске, и объявил о том, что у нас будет сход. Проголосовали тут же, все проголосовали, конечно же, за. Ильдар Юмагулов молодец, большой молодец, он был выбран помощником, он практически вел данный сход. Он взял все в свои руки, распределял, кто будет говорить, когда будут говорить чиновники, когда будут говорить жители Республики Башкортостан. И даже мне понравилось, что там уже начали просить слова, да, чиновники начали просить слова у ведущего, у Ильдара Юмагулова, когда им выступать. Конечно же, не обошлось без попыток провокаций. Аминев подготовил своих людей, которых он протащил, чтобы они выступили. Там выступила какая-то женщина, которая начала говорить, что она, конечно, против разработки, но данные разработки не будет, за что спасибо большое Хабирову там и так далее, что вот будут дороги построены, будет это. Потом вышел, больше всего меня, конечно, что развеселило, да, это когда Абдрахманова освистали. Молодцы, прям Башкортостан, прям возгордился нашим народом, что башкиры не забывают тех обид, которые им нанесли. Уверен, что был бы Бадранов то же самое, и он получил бы. Абдрахманова освистали, все помнят, что вот этот человек, кстати, он мой земляк. Вообще, на сегодняшний день из Ишимбайского района очень много людей, которые так или иначе влияют на то, что происходит в Республике Башкортостан. Глава Республики Башкортостан Хабиров Ишимбайский, Абдрахманов Азамат Ишимбайский, председатель Всемирного Курултая Башкира Юлдаш Юсупов Ишимбайский. Вот. К сожалению, да, то есть недавно был мэр города Греков Ишимбайский, то есть Хабиров там своих проталкивает. Я, кстати, тоже ишимбайский, хотя меня, конечно же, никто не проталкивал. Я вообще нахожусь на другой стороне этих людей, я их ярый противник. И когда независимая республика Башкортостан придет цивилизованное, нормальное, национальное общество придет к власти, конечно же, мы посадим всех этих ишимбайских. Посадим, будет суд, они получат все свои сроки. Вот, ну, возвращаясь к сходу, понравилось, как освистали этого Абдрахманова, потому что никто ему не простил то, что как он со своими тетушками разрушал лагерь в Куштау, как, да, Заки Валиди, кстати, тоже ишимбайский, и Карахакал тоже ишимбайский был. Ну, не ишимбайский, конечно, из Юрматы. Вот, кстати, Юрматы, да. Вот, никто ему не простил разрушение лагеря, избиение женщин там, да, избиение защитников Куштау. Никто ему это не простил, конечно, и не простят. И когда Хабиров сказал, что он своих не сдает, он тем самым только еще больше обозлил и озлобил людей. И я считаю, что все те люди, которые непосредственно совершали преступления на Куштау, они все как минимум должны попросить прощения у вообще жителей Республики Башкортостан, у защитников Куштау. Никто из них прощения не попросил. Никто. Вот. Они думали, что народ забудет. И вообще меня удивило, конечно же, вот эта выходка Хабирова, когда он отправил Абдрахманова там разруливать ситуацию с зауральскими жителями. Ну, глупый, что ли, человек. Вот одно из двух. Я написал об этом в своем телеграм-канале, тот самый из Башкорт
называется телеграм-канал. Я там написал, что первое, во-первых, он либо дурак абсолютно, да, который человек посылает Абдрахманова, которого весь народ ненавидит, да, пытаться разрулить там какие-то экологические проблемы. Тем более он там не местный, а вообще. Он и Шимбайский, там, который вообще далеко расположен, да, вот за Урале. И второе, зная о том, что его не любят, он все равно отправляет этого Абдрахманова. То есть тем самым он наплевал на мнение жителей, да, за Урале. Ну, такой глупый человек Хабиров, да, такой глупый, беспринципный человек. Вот. И второй момент меня когда рассмешил, это был там такой Азамат Курбангалеев. Кто не знает, это это заместитель председателя так называемой организации Союз инициатив Зауралья, да? Вот, была такая организация, возглавлял ее председатель Султанов. Это организация, созданная Азатом Бадрановым. Вот, несколько раз она засветилась вот на таких же сходах, когда жители Республики Башкортостан протестовали против различных золотодобытчиков, приходили вот эти вот ребята из Союза, пытались там провокации различные проводить, что якобы это мы защищаем эти земли. На самом деле, конечно же, это обычная, скажем так, обычная провластная организация, состоящая из тетушек, которая исполняет самую грязную работу властных структур, властных людей. Избиение Ильдара Юмагова это дело рук как раз именно из Союза. Их за это задерживали, этих людей. Кстати, вот этого Абдрахманова задерживали тоже. Их, конечно же, по звонку сверху, по звонку с Уфы, их освободили. У них были обыски. Потом, кто не знает, все эти люди для того, чтобы избежать какого-либо уголовного преследования, потому что все ниточки по избиению Ильдара Юмагова вели именно к Союзу, к руководству Союза, к Султанову и Курбангалееву, они в итоге подписали сотрудничество с ФСБ, с МВД и начали выступать различными свидетелями по различным уголовным делам. Так, например, они выступали свидетелями по Кармаскалинскому делу. Непосредственно, я знаю, там был и вот этот Курбангалеев, и Султанов, и другие участники Союза непосредственно выступали свидетелями обвинения Кармаскалинской четверки. И так вот, они вслед за Бадрановым, после того, как Бадранов уехал на войну в Украину, вслед за ним поехали и Султанов с Курбангалеевым. Курбангалеев вернулся, и вот тут как раз происходил сход, и Аминев его пригласил, чтобы он там выступил. Он там выступил, пытался опять также оправдать действия властей, его тут же освистали, когда услышали тем более имя Бадранова, когда он там произносил, вообще сильно освистали, там видно было, что он там замялся. И потом ему один из Кармаскалинской четверки, да, Аманов Рустам такой, открыто прямо сказал, что ты выступал свидетелем обвинения по нашему делу. Тот ничего не смог сказать, тут же ретировался. Ну, в общем, такая, кто не видел, посмотрите, конечно, да, очень есть на что посмотреть, очень веселая такая ситуация, когда опозорили всех этих тетушек, провластных людей. В общем, не дослушав до конца решения схода, все эти чиновники быстренько ушли. Но итог схода заключался в том, что люди проголосовали. Во-первых, им сказали, что не будет никакой никакой добычи, никакой геолога-разведки не будет. Я надеюсь, конечно, что так оно и будет, но я бы не посоветовал жителям Зауралья не расслабляться, потому что периодически, все прекрасно понимают, что периодически эти проблемы возникают. Вот эти олигархи, властные структуры, они не откажутся никогда от тех богатств, которые лежат в земле, в башкирской земле. Они будут периодически пытаться забрать то, что там лежит.
Кто помнит, да, вот по Каркатау было в 2020 году осенью, в 2023 снова, да, до этого еще были, да, то есть попытки там Басаева, Кусеева, как я говорил, и Шмурзина. То есть они будут периодически пытаться постоянно делать попытки, чтобы забрать земли под разработку. Там, именно в тех населенных пунктах, где население, местное население не сможет дать им организованный отпор, там они эти земли заберут. Поэтому всегда нужно быть начеку. Я думаю, что осталось немного ждать. Нужно потерпеть, нужно собраться вам, жителям Зауралья, я сейчас говорю, да, ну и вообще всем жителям Республики Башкортостан, которые вот живут в тех местах, где какие-либо расположены природные ресурсы. Неважно это то, что под землей лежит, или то, что лес растет там, да, какие-то угодья большие, сенокосные, природные какие-то там, да, памятники, достопримечательности. Так вот эти все люди, вам нужно немножко потерпеть. Как только сейчас будут пытаться к вам, у вас отобрать эти земли, выходите. Выходите с протестами, выходите на сходы, не давайте. Осталось, я так думаю, что осталось недолго ждать, максимум несколько лет, надо дотерпеть. Эта власть рухнет. Вся власть будет принадлежать в Республике Башкортостан, его народу Республики Башкортостан. Не будет ничего такого, чтобы глава республики, который будет избираться, глава, или если это будет парламентская республика, то премьер-министр будет избираться, никто не будет ставить глав районов с указаниями из Уфы. Люди сами будут выбирать глав районов. Будет честная конкуренция между различными людьми, уважаемыми людьми, авторитетными людьми, кто сможет действительно в своей предвыборной кампании доказать, что он достоин этого места. Глав поселков, глав сельсоветов точно так же будут избирать. Так что осталось недолго до этого времени. Нужно просто дотерпеть. Нужно обязательно выходить против вот этих вот хищнических попыток забрать нашу землю, забрать наши природные ресурсы. Не бойтесь, выходите, защищайте свою землю, Башкортостан. Как я говорил недавно в своем видео, которое я выкладывал, мы не индейцы, мы не имеем права никакого распродавать наши земли. Эти земли достались нам от наших предков, которые пролили много-много крови за эту землю. Положено тысячи, десятки, сотни тысяч жизней за эту землю. И она у нас, у башкир, сегодняшних потомков, да, этих людей, кто защищал эту землю, она нам на время дана только, на время нашей жизни. Мы ее обязаны дальше передать нашим потомкам, нашим внукам, правнукам и так далее. Она у нас временно только в нашем пользовании. Поэтому мы не имеем права ее продавать. Продавать, там, разбазаривать эти земли. Мы обязаны передать их. И так осталось очень мало земли от всего того исторического Башкортостана, который был у нас. Вот эти земли есть, мы их обязаны дальше передать. Вот. Ну вот это то, что я хотел сказать. Еще раз говорю, мы не индейцы, мы не имеем права за какие-то бусы продавать земли. Кто не знает историю индейцев, пожалуйста, почитайте, как их всех согнали в резервацию. Все их плодородные, богатые земли были забраны. Так что мы не имеем права, и мы обязательно будем сопротивляться. Все башкирские восстания были именно из-за земель. И, ну, я думаю, что эту тему, периодически эти темы, конечно, будут подниматься. Еще раз хочу сказать спасибо большое Башкортторга, которые пришли на сход, которые выступили, которые проголосовали единогласно против выдачи лицензии на геологоразведку, вообще против геологоразведки, против любой какой-либо промышленной деятельности. Мы и без этого выживем, проживем нормально, без каких-либо промышленных разработок у нас. Нам нужна среда, нам нужна природная среда вокруг, чтобы она была здоровая, где мы могли бы жить, развиваться, растить, рожать и растить детей. И последняя тема, которую хотел затронуть, времени осталось не так много, но я думаю, чуть-чуть больше часа проговорим, чуть больше часа.
Это о границах Республики Башкортостан, о будущем Башкортостане. Давно просили меня об этом поговорить. Возможно, будет еще отдельный какой-то стрим сделаем, чисто по этой теме. Сейчас же я хотел сказать, что я недавно писал статью у себя на канале, в телеграм-канале тот самый из Башкорт выкладывал эту статью. Она, кстати, такую широкую огласку имела. Статья о будущей войне между Башкортостаном и Татарстаном. Глядя, я объяснил. Я считаю, что исходя из действий сегодняшних татарских национальных деятелей, я написал в этой статье о том, что, скорее всего, войну между татарами и башкирами не избежать, между Татарстаном и Башкортостаном. Почему? Я обосновывал это тем, что сегодняшние татарские национальные деятели, лидеры татарского национального движения, практически все, но не все, не пытаются никак остановить тех татарских провокаторов, которые открыто говорят о том, что северо-западные земли Республики Башкортостан, которые компактно населены татарским народом, да, татарским населением, что эти земли должны отойти, быть отобраны у Республики Башкортостан и присоединены должны быть к Республике Татарстан. Есть такие люди, непосредственно, допустим, Ильнар Гарифуллин, да, такой историк татарский, кстати, житель, урожденец Республики Башкортостан, также его учитель Исхаков, Дамир Исхаков, ну и там Ярхамов такой, Ильнур, есть тоже татарский провокатор, блогер. Ну, их там целая такая есть кучка, да, этих провокаторов. Они открыто говорят о том, что эти земли должны быть аннексированы у Республики Башкортостан. И наиболее благоразумные татарские деятели, которых я считал, и считаю до сих пор, многие из них вообще не высказывались никак. Это либо молчали, либо поддерживали, да. Когда я написал вот эту статью о том, что, значит, раз все национальные деятели поддерживают, татарские национальные деятели, вот эту провокацию, значит, скорее всего, вы согласны с этим, значит, они согласны с этим, и нас всех ждет война, потому что башкиры просто так свою землю, конечно же, никому отдавать не будут. Единственный, кто был против того, чтобы северо-западные земли Республики Башкортостан отошли к Татарстану, были аннексированы, там, да, против какого-либо референдума, это выступил Рафис Кашапов, председатель правительства независимого Татарстана. Кто не знает, я напомню или скажу, просвещу о том, что между комитетом Башкирского национального движения за рубежом, председателем которого я являюсь, и правительством независимого Татарстана, председателем которого является Рафис Кашапов, был подписан договор, соглашение точнее, о том, что, там было несколько пунктов, о том, что мы признаем права татар в Республике Башкортостан на образование, у них будет полное образование, да, то есть они могут создавать свои политические партии. Это, кстати, все прописано в нашем проекте Башкирского национального политического центра, проекте будущего независимого Башкортостана. Так что ничего нового мы в этом соглашении не написали. Но был там еще пункт такой о признании сегодняшних границ и нерушимости этих границ. То есть правительство независимого Татарстана признало наши границы, нерушимость этих границ, что очень радует, что есть такие татарские национальные деятели. Но это единичный случай. Но Рафис Кашапов и его команда, да, они против того, чтобы северо-западные земли Башкортостана переходили к Татарстану, да. Они за то, чтобы северо-западные земли остались в составе Республики Башкортостан. Вот. Но, как я уже сказал, есть очень масса национальных деятелей татарских, которые так не думают. Так вот, когда я написал такую статью о неизбежной войне между Татарстаном и Башкортостаном, я как раз об этом и говорил, что нас всех ждет, что особенно ждет Татарстан. А я сказал, что в этом случае Татарстан будет агрессором, и привел в пример ситуацию между Арменией и Азербайджаном, да, вот этим конфликтом, между Россией и Украиной. В принципе, похожие абсолютно конфликты, где
проживает компактно на территории Азербайджана, в Карабахе проживало компактно армянское население, и оно попыталось отделиться, а Армения их поддерживала, карабахских армян, пыталась аннексировать, получилась война, большая война, в итоге сейчас Армения разбита, да, и осталась ни с чем, находится она внутри, вокруг нее одни враги практически сейчас. То же самое сейчас происходит и в Украине, где на Донбассе проживало очень много русских, Россия тут решила спасти их, якобы там проходит какой-то геноцид русских, ввела войска. Сейчас Россия считается агрессором номер один в России, на нее наложена огромная куча санкций, объявлен там страной террористом, Путину выдали ордер на арест в Гааге, да, то есть это вот все, что ждет агрессоров. То же самое, я сказал, будет ждать и Татарстан, если она захочет аннексировать наши земли. На нее наложат санкции, она окажется в изоляции. Мало того, находясь в изоляции, она вынуждена будет строить свои отношения с русским миром, который на Западе они граничат, да, практически с русским миром. У Татарстана такие же большие проблемы с русским населением, которых там практически 50%. Особенно западные территории, западные районы Республики Татарстан, они населены в основном русскими. Как только они попытаются здесь устроить какую-то аннексию, да, наших земель, они тут же получат то же самое на своих территориях. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Так вот, статья эта вызвала большой общественный такой резонанс. Многие татарские деятели начали отвечать. Что меня порадовало? Есть такой телеграм-канал «Не Айсин». Они выпустили недавно хорошую статью, где говорили о том, что считают меня неправым в том, что будет якобы война, никакой войны не будет, что татары с башкирами всегда договорятся. Вот. Также понравилась статья Ленара Мифтахова, где он также написал о том, что земли, которые когда-то исторически там были у одного государства, то у другого, это было тогда, и это было давно, и неважно, сколько населения проживает на той или иной территории, сейчас нужно исходить из тех границ, которые сейчас есть. Любые притязания на какие-то границы приведут непосредственно к войне, конфликту, к изоляции в цивилизованном мире. Поэтому, как я сказал, появились татарские деятели, которые начали отвечать, выступать, что очень радует. Это говорит о том, что благоразумные люди среди татарского населения есть. И я надеюсь, что моя статья, что я ошибался в своей статье. Кстати, в своей вот этой статье Ленар Мифтахов указывает о том, что несколько вариантов есть, как земли могут перейти от одного государства к другому. Вот. Сейчас я даже посмотрю. Там такие интересные пункты есть. Ну, в общем, один из пунктов. Так, сейчас, секунду. Вот эта статья. Он говорит о том, что вот здесь какими вариантами, какие есть варианты для того, чтобы земля стала от одного государства перешла к другой. То есть это продажа территории. Второй вариант — это компенсация за передаваемую территорию чем-то, ну, допустим, доступом к воде, да, как он это объясняет. Если, допустим, у одной территории, у одного государства нет доступа к воде, а у другого есть, он может отдать часть своей территории, да, чтобы получить доступ к воде. Обмен территориями, да, то есть равноправный обмен, то есть одна территория от одного государства отдается, взамен забирается другая территория у этого государства. Остановление исторических прав на территорию. И в порядке наказания государства за агрессию. То есть, да, если агрессия была
то у нее могут забрать. Если то или иное государство проявило агрессию, у нее могут забрать территорию. Восстановление исторических прав на территорию – это такой очень скользкий, тяжелый вопрос. Вот. Исторически эти земли всегда принадлежали башкирскому народу, что указано во всех архивах. Любые суды международные мы, конечно же, выиграем, потому что во всех исторических документах эти земли всегда принадлежали башкирскому народу. Также эти территории отражены в наших легендах, эпосах, башкирских легендах, эпосах, что тоже подтверждает, что эти земли всегда принадлежали башкирскому народу. Так что я надеюсь, что данный вопрос будет закрыт по поводу территорий, что в будущем наши республики будут мирно сосуществовать, объединившись в защите, не объединившись территориями или государствами или правительствами, нет, объединившись в защите своей независимости, своих прав, потому что мы две мусульманские республики в центре России, мы две тюркские республики, ну еще Чувашская, да, республика тюркская. Мы обязаны друг другу помогать без каких-то конфликтов. Если мы будем иметь хороший, сильный союз, мы всегда сможем выстоять. Союз, еще раз говорю, это не экономический, не территориальный союз. Мы все должны быть независимыми государствами, но объединены какими-либо договорами о взаимопомощи, как военной, так и экономической, да? Вот. Я надеюсь, что в будущем мы так и будем поступать, потому что иначе по одному нас сломают. Конечно же, надо понимать, что враги наши будут постоянно вбивать клины между нашими в наши отношения. И уже это делают через, вот я говорю, таких провокаторов, как Ильнар Гарифуллин. Многие его защищают. Я вообще поражен, конечно, что многие татары защищают человека, который толкает свой народ на войну. На войну и захват территорий других государств. Вот. Сейчас я еще коротко отвечу на ваши вопросы. Смотрю, здесь очень много накидали. И закончим на этом. Так. Что думаете про конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном? Плохо. Плохо. Никаких конфликтов не должно быть вообще, я считаю. Нужно как можно быстрее решать. Любая война, еще раз повторяю, любой военный конфликт, он заканчивается перемирием. Миром за столом переговоров. Любой. Просто один раньше, другой позже. Все равно, даже если будут воевать 100 лет, в итоге сядут за стол переговоров. Так лучше раньше сесть за стол переговоров, чем воевать много-много лет, положить много-много жизней, экономически просесть. Как власти будущего Башкортостана будут присоединять территорию Куландыкского района? Много раз отвечал на этот вопрос, постараюсь еще раз, да, потому что надо постоянно проговаривать часто. Мы не собираемся аннексировать эти земли, не собираемся, мы уважаем территориальную целостность Оренбургской области на сегодняшний день. Как я уже писал в одной из своих статей, пока мы не видим никакого движения за независимость Оренбургской области, очень такое аморфное там, да, население, которое не собирается, видать, ничего делать. Так вот, если на момент часа X Оренбургская область не объявит о своей субъектности, субъекте как международного права, да, о своей независимости, то ее судьба будет решаться между теми государственными образованиями, которые образуются
это независимая республика Башкортостан, независимая республика Татарстан, Самарская область и Уральская республика. По тем договоренностям, с которой я общался с руководством сегодняшней Уральской республики, они говорили, что они будут не против, если Кумандыкский район мы заберем себе. Но это так, это, как говорится, вилами по воде писано вообще. Это только желаемое, да. На самом деле, если Оренбургская область объявит о своей субъектности, о своей независимости, то, конечно же, будем иметь дело с оренбургским правительством, будем с ними договариваться, пытаться. Возможно, будет произведен обмен территориями Республики Башкортостан на этот Кумандыкский район. Возможно, мы его купим. Ну, посмотрим, как это будет. Но, конечно же, Кумандыкский район нам нужен, это наши исторические земли, нам нужен выход к Казахстану. Кстати, я хочу сказать, что русские шовинисты и нацисты, имперцы будут делать все возможное, чтобы нам не дать этот Кумандыкский коридор. В Кумандыкском районе значительный процент русских, что если они будут против к присоединению к Башкортостану. Поэтому я говорю, мы должны убедить их. Всегда нужно убеждением. Мы должны предоставить им такие условия, когда им будет комфортно жить в республике Башкортостан. Так. Есть ли у Башкирского политического центра программа по развитию и увеличению численности башкир до 3 миллионов? Как будет проводиться земельная и ресурсная политика? Конечно же, мы объявим программу по возвращению репатриации, да, репатриации наших сограждан, которые находятся за пределами Республики Башкортостан. Хотелось бы, чтобы много наших башкир вернулось с северов, которые сейчас там живут, в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, там очень Нижневартовске, Сургуте, огромное количество башкир, чтобы они все вернулись. Также хотелось бы, чтобы башкиры Саратовской и Самарской областей переехали в Республику Башкортостан, потому что они ежегодно уменьшаются в численности, уменьшаются и обрусевают. Они там обречены на ассимиляцию. Хотел бы, чтобы они переехали. Для этого нужно, что мы будем предоставлять им, конечно же, условия, земли будем давать переезжающим башкирам, помогать какими-то там подъемными деньгами, предоставлять работу. Ну и также, конечно же, будем стараться из других стран, где живут башкиры, чтобы приезжали и возвращались. Вот. Так. Какими будут вооруженные силы Башкортостана? Это все есть в проекте. Проект от Башкирского национально-политического центра. Есть канал Башнацполит. Зайдите в него. Там в шапке прикреплен проект. Можно его найти и в телеграм-канале тот самый из Башкорт. Кстати, я рекомендую всем подписываться на этот телеграм-канал. Это мой канал. Руслан, надо бы башкирам создать ячейки подпольное движение националистов Башкортостана. Согласен. Создавайте. Ячейки должны быть автономные, не связаны друг с другом, по 4-5 человек. И надо вести свою деятельность и готовиться к тому, что скоро нужно будет выходить открыто для борьбы за независимость Башкортостана. Обязательно. Так. А мне что делать? Отец татар, мать башкорт. Один пишет здесь. Человек каждый сам определяет, кто он по нации. Кем он себя больше считает, тот он, значит, и по нации. Может быть, человек русский быть, и мать русская, и отец русский, но если он считает башкиром себя, значит, он башкир. Так что вот так.
Ильнар Гарипов спрашивает, почему против государственного языка татарского в Башкортостане и кантональной системы, как в Швейцарии или как в Бельгии? В чем проблема? Почему единственный язык должен быть только башкирский? Ну, потому что единственный язык в Татарстане это татарский, потому что единственный язык в Чувашии это чувашский, единственный язык в Мариэл это марийский, в Удмуртии удмурский и так далее. Поэтому и в Башкортостане единственный язык башкирский будет, государственный. Это нормально. Национальное государство, башкирское национальное государство называется Башкортостан в честь титульного народа. Поэтому никакой кантональной системы Швейцарии или Бельгии не может быть. Почему? Потому что Швейцария, нет такого коренного народа швейцарцы. Население Швейцарии составляет несколько народов, которые когда-то образовали союз. Очень хорошо об этом говорит Айрат Дильмухаметов в своем видео про татар Башкортостана. Посмотрите, кто не видел. Если нет, коротко объясню, что если бы, как Айрат правильно говорит, татары с башкирами, допустим, создали бы, ну, где-то там в какой-то земле, приехали туда и создали бы там государство, объявили бы там какое-то государство, назвали бы его там, допустим, да, Лапландия какая-то там, да, хотя это такое государство есть, конечно, да. Ну, не знаю, какое-то название дали бы Татбаш, допустим, да, Республика Татбаш. Вот там бы, да, там бы был бы язык государственный, и татарский, и башкирский, два государственных языка. В Республике Башкортостан не может быть татарский язык государственным. Почему? Потому что татары реализовали свое право на самоопределение в Республике Татарстан. Там язык татарский является государственным. Это единственная территория, где татарский язык защищен, где где выделяются деньги на его развитие и так далее, да? Республика Башкортостан выделяет деньги на развитие башкирского языка. В Республике Башкортостан и башкирский язык защищен. У башкир другой земли нету, где бы они могли бы, где бы на законодательном уровне защищался бы их язык. Язык, культура, традиции, история и так далее. Вот и все. Так что я надеюсь, что вопрос этот закрыт. У нас нет кантонов, мы не создавали эту республику Башкортостан в союзе с какими-то другими народами коренными. Коренной единственный народ Республики Башкортостан это башкиры. Единственный коренной народ. Все другие народы когда-то пришли на эти земли. Пришли на эти земли, по тем или иным причинам получили эти земли, кто-то купил у башкир, кому-то раздали за помощь в подавлении восстания башкирских. Потом советская власть вообще просто так начала, да, то есть переселять людей, переселенцев. Кого-то привозили сюда русские помещики, владельцы заводов крепостных, и потом и образовывали так деревни. Так что говорить о том, что здесь другие коренные народы, но это неправильно. Давайте будем честными. Коренной народ единственный это башкиры здесь. Так. Почему 1,5 миллиона татар не имеют права на государственный язык в Европе? В Бельгии и Швейцарии так решена проблема. Я еще раз повторяю, Бельгия и Швейцария это не национальные государства, это федеративные государства. От того, что у вас здесь 1,5 миллиона, не означает, что вы выше стоите марийцев, которых 100 тысяч. У вас не 1,5, во-первых, миллиона, да? У вас миллион. Это раз. Во-вторых, вы ничем не отличаетесь от марийцев, вы ничем не отличаетесь от удмуртов, от русских тех же самых, да, ничем не отличаетесь. Вы такой же народ, абсолютно точно такой же. От того, что у вас здесь много, не означает, что у вас есть больше прав. В проекте независимого Башкирского национально-политического центра, в будущем проекте независимого Башкортостана, мы прописали все права народов, которые у нас здесь будут жить. Будет полное образование, начиная с детского сада, заканчивая 11 классов в школе, в средней школе, на тех языках, на языках тех народов, которые компактно проживают на территории Республики Башкортостан. Допустим, это Мишкинский район, где очень много чувашей живет. Там школа будет чувашская, там детские сады будут чувашские, там делопроизводство внутреннее, ну, в сельсовете, допустим, да, будет вестись на чувашском языке. Имеют право полное, у них будут свои телеканалы, свои СМИ, газеты и так далее. У татар будет то же самое. Каждый народ им будет иметь право создавать свою партию.
политическую, которая будет на законодательном уровне защищать свои права своего народа, отстаивать его интересы. Но не будет здесь никакого государственного языка другого, кроме башкирского, потому что это республика Башкортостан. И коренной народ, титульный народ здесь башкиры. От того, что вас здесь миллион татар, это вам не дает никаких прав. Завтра в Татарстан приедет миллион армян. Вы что, дадите им язык армянский, государственным сделаете? На сегодняшний день в Германии проживает 3,5 миллиона турок. Что там в Германии турецкий язык стал государственным, что ли? Ну нет, конечно. В Арабских Эмиратах вообще 11% титульного населения арабов. Все остальное это приезжий народ. Но однако там государственный язык только арабский, и все. Так что давайте забудем об этом. И не будет возникать у нас никаких проблем. Просто примите как данность, что в Республике Башкортостан один единственный государственный язык будет башкирский. Даже русский язык не будет обладать таким статусом, как государственный язык. Единственный у него статус будет по нашему проекту, это статус межнационального общения, и то на 30 лет. Для того, чтобы за эти 30 лет мы вырастили новое поколение людей, владеющих в совершенстве башкирским языком, подготовили специалистов, перевели все дело производства, допустим, медицина, юриспруденция, инженерную науку на башкирский язык, запустили все это. Только для этого, пока этого нету, мы вынуждены будем пользоваться русским языком. Вот именно поэтому он будет в течение 30 лет иметь статус межнационального общения. Все. Дальше такого статуса у него не будет, и он будет обычным языком, региональным языком. Так. Многие пишут, что нужна общая граница с Казахстаном. Да, я согласен. Но добиваться мы будем это мирно. Мы не собираемся идти войной, жертвовать жизнями людей для того, чтобы там отвоевать кусок земли. Нет, конечно. Нас и так слишком мало, башкир, и мы не хотим разбрасываться жизнями. Нам нужно расти, увеличиваться в численности, делать нашу республику Башкортостан богатым, независимым, процветающим государством. Так, ну все, я надеюсь, что здесь уже как бы споры пошли между собой. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мы, наверное, я отдельно подготовлю стрим по этой теме, по теме будущих границ и так далее. Пока же закончим тем, что есть. Спасибо большое, кто меня слышал. Спасибо за помощь, материальную помощь, которую вы отправляете. Помогаете. Реквизиты есть. Кто еще хочет помочь, буду только благодарен. Реквизиты прикреплены внизу по ссылке. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, тот самый из Башкорт. Подписывайтесь на телеграм-канал Башнацполит. Всем спасибо. Хау болыңыз, хурмәтле милләттәшләр. Осыршынга тиклем.